Друзья, я, как всегда, да, изучил новости от Tengri News. Ну, я не знаю, я обычно смотрю только, читаю новости с этого сайта. Если у вас есть какие-то пожелания, тоже можете написать комментарий, где вы обычно читаете новости. Но я люблю читать новости из официальных источников, друзья. В общем, я хотел затронуть такую тематику. Не знаю, вот когда листаешь вот эту ленту, да, этого ТикТока, я не знаю, в основном в ТикТоке я видел насчет то, что там, когда машину прогреваешь, да, более 5 минут там тебя там штрафуют туда-сюда. Смотрите, кстати, в каком районе я прохожу. И там, ну, этот автор возмущается, да, автор видео возмущается, что типа там, да, из ничего делают штрафы. Ну, друзья, ну, я не скажу, что я знаю все законы, да, эта норма, она давно вообще существует. То, что, вот представьте, да, всегда мы смотрим, да, односторонне, но любую проблему надо смотреть с разных сторон. Например, вот представьте, да, вы живете, да, в квартире, да, и там во дворе, например, много машин стоят. И все, например, да, выпускают вот этот выхлопы. Да, вот этот воздух, ну, короче, от машины же идет же выхлоп. В общем, и сами понимаете, что когда его, как бы, да, человек, когда дышит, ну, это, как бы, да, во-первых, неприятно, во-первых, невозможно дышать. И вот представьте, массово вот эти все машины начнут, да, включать двигатели, и вот этот дым, он будет там стоять. Помните, раньше в советское время вообще, да, как бы особо машин во дворах не было. Не, в то время были машины у людей, но они во дворах не стояли. Для них специальные были вот эти гаражи. Помните, да? Каждое утро наши родители или, может, вы сами всегда рано утром вставали и шли миллионы километров, чтобы потом взять вот эту свою машину. А сейчас в каждом дворе, каждом тротуаре, везде ставят машины, да? И потом, когда массово это начинают, да, как бы двигатели зажигать, там вот этот образуется дым. Согласно вот этих, да, экологических норм, там, это вредно для здоровья. Понимаете, если мы хотим, да, сохранить наше будущее, если мы хотим быть здоровыми, да, не болеть, мы всегда думаем, что болезнь нас не коснется, но на самом деле она касается каждого. Поэтому нужно соблюдать эти нормы. Вот даже в Корее, да, если посмотреть, я смотрю одного блогершу с Кореи. Там она говорит, там вообще машины не разрешено ставить, да, во дворах там. А у нас как бы везде машины. Там даже сейчас дети уже не могут, да, играть во дворах, потому что везде машины, друзья. Вот поэтому напишите свое мнение. Ну, я высказал свое мнение в качестве как пешехода, у которого нету машины, да, свое видение. А сейчас я, конечно, знаю, что сейчас мои комментарии будут писать автовладельцы. Тогда что нам делать, да? Как прогревать машину? Нет, имеется в виду, машину прогревать-то можно, но не нужно злоупотреблять. Это то, что есть же норма, то, что за плевки там штрафуют. Тоже это не говорит о том, что от одного плевка там вас оштрафуют. Вас оштрафуют, если вы там море плевка там сделаете. Понимаете, друзья? Ну, так что давайте пообсуждаем.